Бодрость духа и, конечно же, тело по утрам – это мечта многих из нас. Многие не знают, как прийти к этому желанному состоянию, но многие упражнения классической физкультуры не подходят или просто кто-то не хочет их выполнять. Давайте узнаем, как привести себя в порядок утром и сделать свой дух намного лучше с помощью йоги. Да, сегодня у нас в гостях Яна Авелина Шашурина, учитель по кундалини-йоге. Доброе утро, Сатнам. Яна. Сатнам, намасте. Расскажите нам немного об этом направлении, да, об одном из видов, да, как кундалини-йога, что она из себя представляет, чем она так хороша. Начну с того, что кундалини-йога – это одно из направлений йоги, вот, где мы за счет работы с физическим телом, за счет работы техник медитации, за счет пранаям, дыхательных практик, пробуждаем энергию, которая называется кундалини, вот, и которая помогает человеку раскрыться, максимально раскрыться, раскрыть его творческий потенциал и, естественно, привести, так скажем, в единство, да, все вот эти грани, тело, дух, ментальное тело, наш ум, да. И еще в кундалини-йоге есть такой эффект удивительный, потрясающий, психотерапевтический эффект. При постоянстве практики высвобождаются блоки из нашего подсознания, негативные установки, как различные негативные установки, что помогает, так скажем, помогает человеку закрыть, да, двери обид прошлого, не беспокоиться о будущем и находиться больше здесь и сейчас. Да. Что такое йога кундалини? Это осознанная йога. Это йога осознанности. И, естественно, это прекрасная работа с нашим организмом, с нашим физическим телом. Укрепляется нервная система, улучшается кровообращение внутренних органов, лимфатическая система также имеет место быть в кундалини-йоге. Она запускает вот этот лимфодренаж. И еще кундалини-йога прекрасно работает с эндокринной системой. В кундалини-йоге есть такой интересный тоже момент. Кундалини-йога при постоянстве практики помогает человеку гармонизировать работу, вот за счет гармонизации работы эндокринной системы, восстановиться после физиологических зависимостей, таких как наркомания, табакокурение, алкогольная зависимость. Вот. И в этом кундалини-йога, конечно, очень-очень-очень, так скажем, эффективно. Вот. И в кундалини-йоге мы применяем дыхание, осознанное дыхание. Да. Вот. Мы осознанно дышим. Это самое первое, что ученик, человек, да, должен осознать, понять. Вообще, что такое дыхание, да? Это ведь, в принципе, единственное, что есть у человека, да. Чем отличается мертвый человек от живого? Дыхание. Это самое первое, что делает человек в своей жизни, самое последнее. Вдох и выдох. И в практике по кундалини-йоге мы применяем дыхательные практики, дыхательные пранаямы. Да? Пранаям – это дыхательная гимнастика. Вот. И с помощью дыхательной гимнастики можно много чего, в принципе, достичь, потому что человек на самом деле состояние счастья можно тоже достичь за счет практики пранаямы. Да. Продышать свою проблему можно тоже с помощью пранаямы. Человек меняется, человек состоит, знаете, биохимический состав в человеке просто меняется. Вот. Можно поменять привычки вредные на полезные привычки и укрепить свою силу воли. Яна, не терпится перейти уже к практике, да? Что бы вы показали для наших телезрителей, конечно, да, чтобы вот проснуться с утра, чтобы пробудиться, зарядиться энергией, что нужно делать, как дышать? Как дышать? Да, вы знаете, я покажу сейчас упражнение, да, которое
можно выполнить, не вставая с кровати. Но прежде чем вы проснулись, очень важно потянуться, растянуться, вытянуться, прямо так, как вы желаете. Не делайте никаких резких движений после того, как вы проснулись. Да? Могу показать, да? Да, конечно. Для того, чтобы его выполнить, очень хорошо было бы, я уже сказала, хотя бы открыть глазки, да, хотя бы открыть глазки и потянуться. Вот. Выполняется это упражнение с пранаямой, которое называется дыхание огня. Я вкратце расскажу, да, выполняется оно за счет мощного выдоха через нос. Мы выдыхаем через нос, и у нас подтягивается пупочный центр внутрь, а вдох появляется за счет релаксации нашего пупочного центра. Мы расслабляем живот, и живот наш надувается, и получается автоматически вдох, да, пассивный вдох, я его называю. И мы будем это упражнение, эту пранаяму выполнять в статической позе, поза натяжения называется. Нам нужно будет лечь и приподнять плечи, руки, шею, голову, подбородок тянем к груди, приподнимаем ножки, глаза открыты, смотрим на большие пальцы ног, либо на пространство, которое находится между большими пальцами, и начинаем прокачивать пупочный центр. Держимся не за счет спины, а за счет пупочного центра. Затем делаем вдох, задержку дыхания на 7-10 секунд и с выдохом расслабляемся. Что ж, Яна, я очень надеюсь, что телезрители прямо сейчас повторяют эти движения и просыпаются. Спасибо вам. Мы прощаемся до завтра.